Магазин Василек на Газовике. Вот поселок Газовик. Вот такую елочку мы тоже поставили, украсили гирлянды. Видно, что синтетическая, но в всяком случае хоть как-то. Молодцы. А то это не попало в наш общий обзор. И снова я вас приветствую, мои дорогие друзья, на нашем канале. И Политгараж всегда с вами, неизменно. Друзья, огромное всем спасибо за то, что вы посмотрели наш предновогодний ролик о том, как мы готовимся к Новому году, как предприятие готовится к Новому году, какие елочки, какие украшения, какие шикарные всякие нарядности повешали на своих объектах. Друзья, не ожидал, что так много откликов будет после этого нашего видео. Молодцы, что много-много-много написали различных приятных, лестных нам комментариев. Вам всем, я вижу, самим всем прям понравилось это видео. Да и мне тоже, я тоже несколько раз пересмотрел на всякий случай. Думаю, вдруг где-то что-то там. Я всегда это делаю, всегда пересматриваю и только потом выкладываю вам, чтобы не было мне никаких там закорючек и ошибок. Вот, друзья, если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Внизу есть кнопка подписаться. Друзья, еще раз повторю вам, что вам это ничего абсолютно не стоит. И это не будет вам какой-то обузой или там постоянным напоминанием о каких-то рекламных роликах и так далее. Нет, просто как только выйдет новый ролик, вы сразу получите сообщение о том, что он вышел. Все, это вот единственное, ради чего все это делается. Ну и, конечно же, YouTube видит, что какая-то движуха идет на нашем канале и сразу же продвигает нас дальше. И заметьте, это нам помогло, потому что нас стало за эти 2 недели, нас стало на 20 человек больше. Еще 20 человек узнали о том, что существует наш канал, о том, что существует наш город Мирный, столица Алмазного края, где-то на краю земли. Вот такие вот дела. Так, что у нас магазин Экспресс нам новогоднего приготовил? Ну, кроме просто подарков каких-то с мишками, маленькими тиграми. И, в принципе, сейчас посмотрим, что еще есть у них тут новогодние. А, вот есть новогодние подарочки. Такая машина. Подарок новогодний, вот такой, 1005 рублей за 700 граммовый. Вот такой подарочек. Что-то цены. Такие новогодние подарки. 1210. Пальчиковый твистер новогодний. Что тут еще? Елочки новогодние продают. Вот такая просто из мишуры елка стоит 1,8 метра. 10 500. 10,3. Вот такая искусственная 7 тысяч. Вот такая 33 тысячи. Прям похожая на новую, на настоящую. Вот такая красивая елочка в фойе. Молодцы, елка прям вообще зачетная. С шарами, с большими, все как положено. Только Дед Мороза нету под низом. А вот еще елочки красивые. Тут уже и Дедушка Мороз есть, и Снегурка, и снеговики. И даже олени. Ну, тут зачетно, конечно, молодцы. Да, я сказал, это был магазин Экспресс. А мы едем дальше. Посмотрим, чем нас радуют продавцы других магазинов. То же самое сейчас посмотрим в торговом центре Северянка. Сразу
Подарочный отдел пройдем сразу же. Вот такой подарок сладкий за 1400 рублей. Кубок. Первое место 1050 рублей стоит. Хорошие подарочки. Рюкзачок принцессы 720 рублей. Саквояж для праздника 3600 рублей. Ну такие домики по 720, по 750 и такие тоже. Ну-ка, что тут еще есть? Апельсинчик, подарок 800 рублей. Тигра созвездие 500 грамм 720 рублей в железной коробочке подарок. Ну вот такие киндеры по 650. Маленькие подарки. Симпатяшка по 170 рублей. Там 300 грамм конфеток. Маленькие киндеры. Киндер микс. Не знаю, цены нету. Девчата продолжают наряжать магазин. Ну а деликатесы сейчас посмотрим. Так, вкусняшки, что у нас тут? Филе семги 300 грамм кусочек 790 рублей стоит. 720 рублей. Семга подкопченая. Ну я по деликатесам. Так, сейчас пойдем икру еще поищем. Икорка лососевая, зернистая, камчатский, Петропавловск-Камчатский. 3500, полкилограмма. Хорошенькая такая. А 250 грамм 1750. Железная банка 650 грамм. Ой, 650 рублей за 130 граммов. Балык форели колодного копчения 2550. Я по деликатесам чисто. Так, из готовых блюд шашлык из курицы 82 рубля 30 копеек. Из свинины на углях 89 рублей 30 копеек. Семга из лосося гриль 198 рублей 100 грамм. Так, что тут вкусняшки? Курники 80 рублей. Булочка с сахаром 27 рублей. А, это сейчас она с сосиской. Сосиска в тесте 60 рублей. Круассан 45. И самса с курицей 55 рублей. Вот как-то так подготовился магазин Северянка. Новый магазин. Яйцо с киндер-сюрпризом за 390 рублей. Обалдеть. Просто вот снимаю, чем нас будут радовать продавцы к Новому году. Какими деликатесами. Вот из всего этого я сейчас гляжу, вот чир появился новый, да, вот прям свеженький же, это подлетка или как это называется, да? Да. Потому что его вот не было, вдруг раз появился. Вот карась кобяйский. Вот кто знает, они все помнят и знают карасей кобяйских. Это же самое, что ни на есть, деликатес наш якутский. Да, конечно. Карась у нас муксун тоже свеженький, хороший. Чир самый крупный, вот он здоровенный такой. Всегда его на строганинку. Да. А вот уже очищенный даже есть, да? Да, это чтобы люди облегчение. Сразу приехал, пришел домой и сразу можно, как говорится, на строганинку. Уже водочка уже остыла, можно под нее там сразу нарезал и готово. Посолить, попертить и... А пелить, вот я смотрю, вот чернышевцы, да, они где ее? Тоже под льдом? Ну, тут верховья они ловят, вот поэтому у них разница чернышевским, у нас вот этот беленький, видите, ну как бы... А чернышевский почернее бывает, вот черный. Это с верховья, да? Да, верховья, она побелее и... Это туда, наверное, ближе к Красноярскому краю где-нибудь, да? Они там... Так, что еще новенького здесь? Все появилось. А ну кальмар, вот я вижу. Кальмар, да. Кальмар хороший. Ну, стейки, как обычно, от семги. Так, креветочка от какая это? Дальнего Востока. Ну, Камчатка? Камчатка. Почему-то называют его ботан. Это то же самое, нет? Не знаете? Ботан? Ну вот, еще есть ботан какой-то. Вот есть. Лангустины есть, но... А ботан это что такое? Я вот смотрю на Дальнем Востоке, они показывают, вот ботан есть у нас. Ну а показывают креветка. Просто может мелкая креветка. Такой будет ботан, да. Я просто хотел, думал, может у нас тут на рынке увижу тоже ботан. Нет, нет, у нас только креветка.
Ну, кита, горбуша, это как обычно, она всегда есть. Вот смотрел в Владивостоке, он точно так же стоит. Вот вообще те же самые цены, что вот семга, что форель взять, кижуть. Такие же цены у них там на Дальнем Востоке. А, вот еще, это щуки ваши? Да. Потому что про щук вообще отдельная история. Ряпушка, о, это вообще же шикарная рыба, ряпушка. Обалдеть. И щуки, конечно, просто монстры какие-то. Как раз 2 штуки по 10 кларов с лишним продавали. Но мне кажется, вот эти тоже, наверное, по 8, да? Да, вот и 8. 8. Обалдеть, вот это щуки. Здесь сразу забрали. А эти откуда? Это Вилюшки? Верхние близкие, да. Верхний Вилюшка? Ну, понятно. Здорово. Что еще есть? Ягодка есть? Ягодка, хорошо, брусничка, малина. Просто заморозки всякие. А это карась тоже кобяйский? Просто помельче, да? Ясно. Ну ладно, спасибо вам. Спасибо. Давайте. Торговли вам хорошей, побольше клиентов. Будем приходить к вам еще перед Новым годом, может, загляну. Может, что-то новенькое появится. Спасибо. Обязательно. Вот так у меня теперь постоянные есть клиенты на рынке. Не, я не прошу никаких скидок там, да я и покупаю, это очень редко что-нибудь. Если куплю одну рыбину, нам на двоих с женой там вот так вот одной рыбины хватает там на месяц. Вот. Посмотрим. Едем дальше, смотрим, что у нас еще будет. Какие деликатесы будут радовать, какими деликатесами будут радовать нас торговцы. Это магазин Айсберг. Поглядим, какие у нас деликатесы тут есть в Айсберге. Так, ну тоже есть семга. Свежемороженая, свежесоленая Санта-Бремор, 650 рублей упаковка. Вакуумная, 300 граммовая. Из разнообразия овощей и фруктов. Огурчик свежий появился, вот такой по 380 рублей, а такой 265 рублей. Помидорчик 345 и 320 и 265 и 300. Ну, фрукты. Кишмиш черный 240 килограмм. Хурма Азербайджан 205 рублей. Ну еще что тут такого есть? Свити 350 рублей килограмм. Помело 375 и ананас 250. Хорошенький такой. Свежий. Бананчик Эквадор 165 рублей. Ну, что-то не очень на вид, но пойдет. Из угощений салат мимоза 53 рубля. Салат с крабовых палочек 42 рубля. Оливье 52 рубля. Столичный 65 рублей. И, конечно, золотой петушок 59 рублей. Вот как-то так. Подарочки. Сумка синяя 515 рублей. Подарочный набор. Твикс Сникерс Баунти 380 рублей. M&M's посылка большая 685 граммов 786 рублей. Давай, на руках. Ну, это уже не подарочные дела. Ну вот как-то так, друзья мои, быстренько пробежались мы по магазину, посмотрели, какие деликатесы нам смогут предложить в этом году продавцы. Вот, порадовал вас? Порадовал. Икорка была? Была. Рыбка была? Вообще классная рыбка была. Особенно на рынке мне прям понравилось, так душевно люди отнеслись к предложению немножко показать свой товар, что почем, что откуда. Молодцы, ребята. Также приглашайте меня, если у вас будет желание, даже пускай не в рекламных целях, но это вам все равно будет как реклама. Я никаких денег с вас не требую, а мне для контента в самый раз пойдет.
Приглашайте, я покажу какой-нибудь интересный магазин с интересным товаром. Может быть, новогодним товаром, а может быть, просто мы сейчас поедем с вами и посмотрим по вашей просьбе, как идет работа по изготовлению ледяных фигур. Лед уже был завезен, и даже тогда, когда мы летали на квадрокоптере, он уже стоял там такими ровными кубиками. Сейчас мы пойдем посмотрим, как идет работа по изготовлению новых ледяных фигурок на площади Ленина. Это он больше на пантеру, конечно, похож, это тигр, но тоже ничего. Тут у нас конек-горбунек, жар-птица, дерево какое-то шикарное. Ребята работают, водичка, пилы, полный комплект инструментов, подходы. Ребята молодцы, конечно. Греются потихонечку. Вот, видите, варежки побросали и убежали греться. А здесь у нас, я так понимаю, балерина какая-то. Ну, когда уже все полностью будет готово и заведут сюда свет, такую подсветочку, обязательно зайдем еще раз, снимем все это вечерком, когда все это будет светиться красивенько так. Вот здесь еще что-то, подождите-ка. Здесь трон, обалдеть. Фототрон. Трон для фотографирования. Ну здорово, здорово, здорово. Уже законченная композиция. Молодцы. Вот такая композиция имеется тоже, чтобы заблудиться среди ледяных просторов. Вот она, эта композиция. Я, прошел мимо нее и не заметил. Представляете? Красивая какая елочка. И 3 снеговичка. Вот семейное фото можно здесь сделать. Вот как-то так. Подходишь с тыла, суешь туда фейс и делаешь селфи. Как-то так. Конечно же, возле администрации все убрано. Снежок весь подчищен. В отличие от центральной площади, на площади, конечно, ничего не почистили. Но я думаю, к Новому году все обязательно счистят до самых плиточек. Как-то так. Ну вот, едем дальше. Магазин Василек на Газовике. Вот поселок Газовик. Вот такую елочку мы тоже поставили, украсили. Гирлянды. Видно, что синтетическая, но в всяком случае хоть как-то. Молодцы. А то это не попало в наш общий обзор.
друзья, время 10 утра, вот видите, как темно. Все время все короче и короче становится день. День все короче и короче, 10 утра. А еще вот так вот достаточно. Не то что пасмурно, прямо таки темно. Полчаса назад было совсем прям темно, если не считать, что вот это освещение. Слышали, да, сейчас как самолет взлетал или садился, по-моему, садился. А знаете, почему такая слышимость? Догадываетесь. Кто в Мирном жил, тот знает. Аэропорт находится в 2,5 километрах, по-моему, от города. Если так, в прямой видимости. Но когда мороз в районе 40 градусов и ниже, то слышимость офигенная. Вон даже собака лает. Вроде она вот там далеко, а слышим, как будто она прям рядышком. Чем сильнее мороз, тем лучше слышимость. В воздухе как-то это все непонятно, почему оно так. Ну, физика, видимо. Звуки распространяются лучше в морозном воздухе. То ли он становится более насыщенным, то ли более густым, что ли. И вот это передается вот как-то прям вообще сильно-сильно звук передается на большие расстояния с большей скоростью, что ли. Я тут прокрался, чтобы посмотреть, как тут наша поживает вот эта галерея. А никого нету на улице, людей, представляете? Никому никуда не надо, никто никуда не ходит. Все стараются передвигаться на автомобилях, на такси, на своих собственных. Но дело в том, что автомобилей на улицах стало гораздо меньше. Все-таки большая часть их, может, ну не больше, но половина точно, припарковались в гаражах, во дворах на зимнюю стоянку. Вот как-то так. Фу. Ну, у нас рабочий день, мы идем дальше. Выдалась небольшая у меня минутка свободная. Вот днем в обеденный перерыв хочу вам показать новости нашего города. И новость такая, что начали сносить очередную двухэтажку. Я почему-то думал, что следующая двухэтажка будет одна из последних по Комсомольской улице, а нет. Это мы едем с вами сейчас по улице 40 лет октября, второй ряд домов с буковками А. Вот, сейчас мы будем выезжать. Вот эти дома, которые мало благоустроенные, видите, вот к ним, конечно, подвели в прошлом, позапрошлом году вот, воду, канализацию. И сносится дом вот этот, смотрите, вот он, вот этот дом. Это дом напротив магазина «Лимон». Видите, тут уже все растаскали на доски. Сейчас я доеду до адресной таблички. Ну, вообще, это дом 40 лет октября, наверное, 30. Ой, блин, не знаю номера, его табличку уже тоже не видно. Короче, вот возле «Лимона», с той стороны уже к нему пристраивается. Дальше идет только этот военкомат. Вот он, видите? Вот как-то так. Если вот эти все дома снесут, то, как мне пишут некоторые подписчики, что вот город потеряет свой облик и станет неузнаваемым.
Да он, друзья мои, и так уже неузнаваемый, потому что тут, сами посмотрите, сколько тут всего понастроили. Когда-то эта улица Портовая была, а теперь сами видите, чего здесь. И магазин, это торговый комплекс Моника, и торговый рынок юбилейный. Вот этот центр чего-то Армада. Дворец спорта Кимберлит. И, конечно же, стадион. Как он называется-то, господи? Стадион Триумф, конечно же. Стадион Триумф. Ну, вот здесь двухэтажки, эти тоже построены на месте улиц Портовых. И еще раз напомню, вот здесь на углу у нас стояло трансагентство. Там мы покупали билеты, проездные билеты на автобус. Ну, не знаю, я был школьником, мне никогда не было проездного билета, и мне ездить некуда было на автобусах особо. Так только если просто покататься, а так я ходил пешком везде и всегда. Да, друзья, продолжение темы о якутских морозах. Вот сегодня на улице утром было минус 46 градусов, да и сейчас в районе 42-44, наверное. И туман накрыл город. Ну, это всегда так происходит. Всегда в городской черте туман. Камера, конечно, так не передает этого. Но на самом деле, вот особенно за машинами постоянно такой шлейф дыма, пара какого-то непонятного. Опа. И машины иногда просто из тумана выныривают, их не видно. Хорошо, хоть противотуманные фонари придумали, то это хоть как-то спасает. Да, видите, они прямо из тумана. Раз нету, хоп, фары появились. Вот. Ну, когда выезжаешь за город, даже в минус 50, то там тумана нету. Он как-то куда-то пропадает. Видимо, это испарения городские. Вот такие вот дела. Поездка на поселок Геолог. Хоть и холодно, но ехать надо. У человека машина замерзла прямо на Геологе, там возле дома. Надо что-то придумать, чтобы открыть ее. Оказывается, ключи внутри забыли. Вот такая неприятность получилась. Так, ну тут вроде есть вот с объездной дороги есть заезд на Геолог прямо вот отсюда. Вы же помните, что мы давно не были на Геологе. Заодно можно будет сейчас посмотреть. Так. Ну, тут ничего такого особенного и не видно. Ну, дома, да и дома, что. Отвалы тут вот рядом, вот они прямо рядом с Геологом. Так, здесь еще рано, по-моему, да, поворачивать. Наверное, вокруг надо объехать весь поселок. У кого-то машина стоит. Заснеженная такая. Блин, тут я даже не знаю, дороги-то нету. Ёлки-палки, вот это я заехал. Зимой просто не объезжал этот поселок и не знаю тут всех путей, дорожек. Как бы не пришлось полностью заезжать со стороны, где автобусы уже ходят. Хотя вот эта дорожка, по-моему, ведет как раз туда, куда мне надо, в сам поселок. Мне надо к двухэтажке. Да, наверное.
наверное, вот это она и есть дорога, которая ведет в поселок. Ой-ой-ой, сколько тут всяких разных дорожек, пути, дорожки. Вот как-то, наверное, сейчас прямо и направо. Я вообще-то сам плохо ориентируюсь, поэтому, наверное, где-то вот здесь нужно свернуть и проехать. Геологическая 14, 17. Здесь же еще много домов на несколько хозяев. То есть как квартира 1, 2, там 1, 2, 3, 4. Геологическая 13. Да, вот она, двухэтажка. А как к ней подъезжать? О, вон вот эта машина. Хе-хе. Геологическая улица. И вот она стоит, замороженка. Машина эта. Ну все, у нас удачно, машинку спасли. Геологическая 14, вот сейчас проезжаем. Вот там внизу остановка автобусная была. Помните, там по кольцу автобус ездил. И вот там подбирал по этих пассажиров, да. Внизу что-то там, правда, занесло все. Не знаю, сейчас ездит или нет. Вот 16-й дом. Бараки вот эти здесь уже, в принципе, гляжу, подзаброшенные многие. Ну, большей частью, конечно, все осталось, как и прежде. Все дома жилые. Но покосившиеся такие. Вот 6-й дом сейчас проехали. И едем на выезд. 12-й. Вот тут, помню, памятник. Сократ Шагенович О.А. Радянян. Вот кому-то здесь памятник поставили. Не помню, кто это и что как, что там с ним произошло. Я помню, что какое-то трагическое событие было. Но это было очень давно, лет, наверное, может 15 назад. Так, и улица Южная 3. Ну и все. Первый, третий дома. И выезжаем. Южная 79. Прямо на въезде. Сейчас мы с вами тогда выйдем в город. По объездной уже не поедем, а поедем и выедем сейчас вот возле улиц Вилюйская, по-моему, да, это улица здесь. Вот оставшиеся дома, которые здесь вот есть, вот эти тоже на 2-4 хозяев со стороны фабрики. Когда-то там была 5-я фабрика, по-моему, да? Или 3-я, вот это я точно не помню. Друзья мои, там сейчас ничего нет, там все заброшено сейчас, вообще ничего нет. По возможности как-нибудь заеду туда, ну, будет у меня побольше времени, я обязательно заеду. Все, выезжаем на Вилюйское кольцо. Здесь на Нижнем поселке, наверное, градусов 47, не меньше температура. Здесь всегда холоднее. Я аж чувствую, машина прямо тяжело идет так. Масла замерзают в трансмиссии. И прямо эта подвеска такая дубовая становится. Сейчас еще одно здание вам покажу. В одном из выпусков я показывал, что там здание обнесли заборчиком там и ленточками вот этими ограждения. И непонятно было, то ли это здание было под реставрацию, то ли под снос. Но теперь уже однозначно вам скажу, что это здание ломают. Практически-то его уже и доломали. Там немножко осталось от него, буквально там несколько секций. Вот оно на углу здесь, помните? Это шоссе Кирова 1, наверное. Первый дом по шоссе Кирова.
Сейчас мы подъедем, посмотрим. Много всяких организаций там в нем сменилось. Видите, сеткой обнесли. И внутри там уже ничего нет. Все там уже. Кирдык. Если вы не поняли, какой это дом, это шоссе Кирова 1 это. Он тут самый угловой, вот там у нас улица идет. И вот это вот перекресток Ленинградского проспекта и шоссе Кирова. Здесь новый жилой дом. Здесь тоже была деревяха какая-то, но ее снесли и построили вот такой жилой дом здесь. Вот как-то так. Потихоньку старый жилой фонд у нас сносят. Прям не потихоньку, а в этом году я даже со счета сбился. Ну, наверное, не менее 6 домов, наверное, за лето, осень снесли. Что будет на этом месте, я не знаю. Скорее всего, просто рекультивируют здание. Ну, строить там уже вряд ли что-то будут. Потому что на Нижнем поселке, в принципе, тут промзона. Ну, какое тут может быть жилое строительство? Если, конечно, по архитектурным планам там нету никаких в будущем строящихся объектов. Видите, из-за дыма за машинами практически ни хрена не видно. Ну, камера этого не передает, а вот глазу видно, что за машиной шлейф дыма, ее практически не видно, и нас тоже не видно из-за нее. И вот там товарищ пытался вырулить. Все, проезжаем перекресток, вот отсюда мы начали, да? Да. Вот отсюда мы начали вот этот небольшой сюжетец про геолог и Нижний поселок. Вот мы туда уезжали, здесь фабрика, говорю, автобаза Берлинского КОКа. Скажу вам честно, там нифига уже от нее не осталось. Там и ни слесарей, ни водителей, ни автомобилей, ничего там нету, там практически большей частью пустые боксы стоят. А когда-то в свое время-то, ой-ой-ой, сколько здесь было карьерных самосвалов, а водителей сколько там было, несколько тысяч было техники, несколько тысяч водителей, слесарей, моторный цех, агрегатный, автоэлектрики, кого там только не было, господи. Ну, это было одно из крупнейших автопредприятий в Якутии практически-то. Потому что карьерная техника требует к себе много внимания и обслуживания. Так, ну мы едем дальше. Мороз крепчает, а мы снимаем. В прошлом году в это время, перед Новым годом, была примерно такая же история. В районе 47 градусов была температура. Ну, плюс-минус там несколько градусов. А так в целом вот так же. Друзья мои, на этом наш выпуск сегодняшний заканчивается. Обязательно подпишитесь внизу, прям под этим, там такая есть небольшая прямоугольная красная табличка «Подписаться». Подпишитесь, вам это ничего не будет стоить. А нас станет 4600 человек, представляете? За последнюю неделю еще 10 человек подписались на наш канал. И еще, получается, 10 человек узнали о существовании далекого якутского города алмазодобытчиков. Город Мирный, Республика Саха-Якутия. Оп, извините, я по кочкам проехался. Вот. Внизу лайк и комментарий написали. И все. До новых встреч.